Сегодня глава республики работает в Мирнинском районе. Так, в первой половине дня Айсен Николаев встретился с экипажем авиагруппировки Министерства обороны, которая работает на территории Якутии по борьбе с лесными пожарами. На территории республики действует крупная авиагруппа: 7 воздушных судов МЧС России, 3 самолета Б-200, 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, 6 воздушных судов Министерства обороны Российской Федерации, 2 самолета Ил-76, 4 вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Также работает самолет-зондировщик Ан-26 с установкой «Циклон». Глава региона осмотрел часть самолетов и поблагодарил экипаж за работу. Данным экипажем выполнено 18 вылетов на тушение пожара. Достаточно успешно. Для выполнения данной задачи необходимы условия определенные метеорологические, которые сейчас в данный момент не соответствуют параметрам, поэтому пока мы не можем выполнить данную задачу из условий безопасности полетов. Самолет может стоять с заправленными ВАПами сутки, поэтому мы заправляем самолет для того, чтобы мы могли при необходимости мгновенно среагировать. Также главе республики рассказали о проводимых работах на территории Мирнинского района. По словам летчика-наблюдателя авиалесоохраны, сегодня здесь бушуют 3 лесных пожара на общей площади более 196,5 тысяч гектаров. Всего на тушение этих пожаров задействовано более 70 человек и более 10 самолетов, но пока они стоят из-за погоды. Сегодня поставлена задача выполнить полет на Ил-76, конкретно на 26-й пожар авиационный, это Верхневилюйского авиаотделения. Отсюда до пожара 361 километр, расстояние это где-то займет время 45 минут, но в связи с тем, что у нас условия погодные пока не позволяют, вылет пока задерживается. До какого времени это мы пока сказать не можем, но прогнозы до 15-местного пока нелетные. В эти минуты глава региона проводит совещание по лесопожарной обстановке на территории Западной Якутии. Задымленность здесь будет держаться примерно еще 3 дня. Все зависит от направления ветра. Глава Якутии дал поручение заместителю руководителя Якутского управления гидрометеослужбы держать данный вопрос на контроле и каждый день оповещать прогнозы по задымленности. Этот вопрос особо важен, так как в Мирном базируются воздушные суда, которые занимаются тушением лесных пожаров. В целом ситуация с лесными пожарами на территории Мирнинского района находится на контроле, сообщил глава района. Угрозы поселку Сельдюкар нет.